В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. День отца празднуют сегодня в Якутии. Макет космического корабля из сериала «Мандалорец» потерпел крушение в Якутске. Объявлен сбор средств на восстановление. Якутск, встречая весну. В столице проходит общегородской праздник, посвященный проводам зимы. День отца отмечают сегодня в Якутии. Праздник был учрежден в 1999 году первым президентом республики Михаилом Николаевым во имя укрепления института семьи и повышения роли отца. Якутян с Днем отца поздравил глава региона СН Николаев. Он отметил, что быть отцом – это большое счастье и большая ответственность. Участие отца значимо в формировании личности. Сегодня перед руководством республики стоит задача более широкого привлечения отцов к реализации социально значимых проектов, качественного повышения общественной активности мужчин, дальнейшего укрепления института семьи, говорится в сообщении. Российская академия наук займется доразведкой 2 месторождений в Якутии. Об этом сообщил президент академии Александр Сергеев. По его словам, есть 2 точки большого интереса. Попегайское месторождение алмазов, которое находится на границе Красноярского края и Якутии. Также интересно месторождение редкоземельных металлов Тамтор. По словам Сергеева, месторождение сейчас частично осваивается. Это интересно представителям бизнеса. При этом важна не только добыча ископаемых, но и их обработка до готового продукта. 28 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. В том числе в Якутске 16 заболевших. В Мирнинском районе выявили 3 инфицированных. 2 случая заболевания обнаружили в Нерюнгринском районе. А в Вилюйском, Ленском, Нюрбинском, Сунтарском, Татинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 1 случаю. За сутки лабораториями проведено 1829 исследований. На сегодняшний день в республику поступило 100 912 доз вакцин. Первую вакцинацию получили 60 742 человека, вторую – 52 845 человек. К другим темам. Интернет вытесняет книги, а дети стали меньше читать. Так считают многие родители, однако данных, подтверждающих этот факт, нет. Исследования не проводились, библиотекари говорят, читают также. Только к традиционной книге добавились новые способы получения информации. Олеся Васева продолжит. И, в общем-то, этого потока, этого вдохновения было всего 2. Да, и книжки 2 детские. Всего 2, но какие? В каждом издании произведения победителей республиканских и международных конкурсов. Известный публицист и краевед Сергей Москвитин взялся за детскую литературу спонтанно. Вдохновили дети, потом внуки. Немалую роль сыграло желание попробовать себя в конкурсах. Теперь у него внушительный список наград, а формулу успешной детской литературы ищет до сих пор. Да вот попробуй, разберись. Маршак считал, что книги для детей должны быть по уровню не меньше, чем для взрослых, но лучше даже. И причем эти требования, как правило, идут от самих взрослых, потому что все беспокоятся за то, что будут читать наши дети. Главное, чтобы читали. Сегодня родители видят детей чаще с гаджетами, чем с книгой в руках. Вот и думают, чтение детей совсем не интересует. Так ли это? Любишь читать книги? Ну, смотря какие. А какие тебе нравятся? Ну, про игры нравятся некоторые. А еще какие-нибудь есть любимые? Ну, Денискины рассказы нравятся. Рапунцель, Белоснежка. Ну, там еще какие-то сказки. Рассказы Сергея Москвитина. Так откуда взялось мнение, что современные дети не читают? Масштабных исследований этой темы не проводили с 2001 года. Делали лишь небольшие замеры для отдельных исследовательских работ. Они показали, чтение никогда полностью не уходило из досуга школьников. Менялось лишь качество. Что читают дети сегодня? Этот вопрос мы задали в детской библиотеке Ленска. Здесь и до пандемии, и после всегда детские голоса. Школьники любят проводить свой досуг в читальне и, конечно, брать любимые книги. Вероника Хороших с 5 лет буквоед. Первоклассница – постоянный посетитель библиотеки. Иногда я беру про животных, там про людей, как рассказываются, вот всякие про статуи, вот так вот.
и получается про города, про мир. Сотрудники библиотеки говорят, откуда взялся миф, что дети не читают, они не знают. В этом убеждаются каждый день на рабочем месте. Об этом говорят их показатели. В год библиотека должна принять 3600 читателей. План не выполнили только в 2020 году. Пандемия. От того, что ребенок не сидит вот именно в кресле с книгой, это еще не говорит о том, что ребенок ее не читает. Сейчас, по-моему, всем известно, что в век информационных технологий книга приобретает все более новые и новые форматы. Дети к нам приходят, дети любят нас, мы любим их, и все прекрасно, дети книги читают. Интерактивная аудиокнига, электронная или классическая. Каким бы способом дети не черпали информацию, главное, чтобы у них не пропадал интерес к изучению мира. Олеся Васева, Юлия Золотарева, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Якутянин победил в первом чемпионате мира по смеху. В соревновании приняли участие хохотуны из более чем 20 стран. Состязание длилось 4 часа, и на каждом этапе нужно было продемонстрировать одну из разновидностей смеха. Главным критерием была заразительность. Как сообщает Дмитрий Ефимов, когда он шел на чемпионат, хотел развеять миф, что русские не могут смеяться, и показать всему миру, что мы те еще хохотуны. Ребят, вы не представляете, только что закончился чемпионат мира по смеху, и я стал первым в истории чемпионом мира по смеху. Да! Да! Воу, участвовало, я не знаю, стран 20 или сколько, много очень стран. Было очень много конкурсов и всяких интересных видов смеха. О, и это случилось. Я чемпион мира. Мы, друзья, первые взяли кубок в истории чемпионов мира по смеху. Всем спасибо, всем, кто за меня болел. В другом конкурсе одержал еще один якутянин. Короткометражный фильм режиссера и оператора нюрнбергского филиала телеканала «Якутия-24» Сергея Козюры занял первое место в номинации «Игровое кино» фестиваля «Золотой компас». История двух друзей из Нюрнбергского района, застрявших в тайге со стадом оленей, покорила Россию. Действие фильма «Как я стал оленеводом» происходит весной 2020 года. Все роли исполнили непрофессиональные актеры. Фестиваль «Золотой компас» проводится ежегодно. В этом году было представлено 199 киноработ в 14 номинациях. Объявлен сбор денег для восстановления корабля из Мандалорца. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил парк Урдел на сопке Любви Якутска, где стоял корабль. Напомню, накануне он обрушился из-за внезапно возникшего урагана. Сейчас автор проекта и его команда собирают все разлетевшиеся запчасти. Желающие помочь могут обратиться к Аялу Федорову в директ его Инстаграма. Якутск, встречай весну. В столице начались традиционные гуляния общегородского праздника проводов зимы. Сейчас на Комсомольской площади находится наш корреспондент Ульяна Шагина. Она на прямой связи со студией. Ульяна, добрый день. Расскажи, какая программа ждет сегодня гостей и жителей столицы. Добрый день, Якутск. Добрый день, Кристина. Мы сегодня находимся на Комсомольской площади. Здесь в эти минуты началось традиционное празднование проводов зимы. С утра в парке культуры и отдыха прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов», где участники, а их было более 100, и стар, и млад, присоединились к этой акции и присоединились к здоровому образу жизни, пройдя порядка 7 километров шагов. Ну а сейчас в эти минуты здесь, на Комсомольской площади, начались традиционные празднования. Начались они с хоровода. Несмотря на холодный ветер, несмотря на прохладный день, люди, тепло одевшись, подтягиваются постепенно на Комсомольскую площадь. Погода сегодня солнечная, и, конечно же, мы все знаем, что зима у нас была в этом году очень холодная и суровая. Конечно же, успела всем уже
поднадоесть, так что этот праздник, он для северян вдвойне приятен. Ну а сегодня программа обещает быть очень насыщенной. Сейчас после хоровода здесь начнутся выступления самодеятельных коллективов. Далее примут участие и артисты театра эстрады, будут и спортивные мероприятия. Среди них северное многоборье и, конечно же, один из самых зрелищных мероприятий проводов зимы – это потешный столб. Так что приходите и вместе с нами на Комсомольской площади примите участие в массовых мероприятиях. Кристина, у меня на этом все. Уля, спасибо. О праздновании проводов зимы нам рассказала Ульяна Шагина. Мы продолжаем. Впервые команда Нерюнгринского района вышла в финал чемпионата республики по хоккею. Спортсмены обыграли сборную Якутска накануне в полуфинале соревнований со счетом 5-4. Нерюнгринцы забили решающую шайбу за 8 секунд до конца матча. Болельщики из Нерюнгри активно наблюдают и болеют за своих земляков. Напомню, сегодня в 14:30 состоится трансляция встречи сборных Мирного и Нерюнгри. Трансляцию также можно посмотреть на сайте як24.ру во вкладке «Прямой эфир» и в мобильном приложении НВК Саха. На этом все. Не переключайтесь. Далее эфир телеканала продолжит трансляция чемпионата по хоккею.